вообще жесть. Я уже 2 раза ударился, не успел выехать от деревни, блин. Так, ребятки, ну что, шел и дошел до Галечки родной. А Галечка уже, как знаете, как проститутка походу. Потому что как я сюда не приезжаю, как я здесь не выбирался, Гальку тут делают капитально. Опять все в банках каких-то, блин, в пакетах. Я вообще в шоке, конечно, блин. Неужели вот так как-то, я не знаю. Планировал я там остановиться в одном месте, ребята. Там как раз закуточек такой глубокий есть. Там, к сожалению, машина стоит.
Не знаю, что делают, людей я не видел, но тачка стоит с той стороны. Там как раз дорога. А я хотел напротив. Ну, думаю, мало ли, если если где-то остановились, где-то ребята, может, не знаю, или охотятся. Ну, как бы ни было, мало ли они там уже стоят и уже как-то не, даже не, неправильно, что ли. Если вот рыбаки напротив, я даже стану напротив, как-то, знаете, не по себе. Есть лодка, что тебе занять другое место нельзя. В общем, дошел до гальки. Есть желание, конечно, ниже, ребята, еще бахнуть. Есть там у меня пару точек тоже интересных. Но, блин, 2 раза хорошенько ударился. Прям сейчас вот тут недалеко. Очень сильно зашел на балан. Прям, не знаю. Там как раз просто жесткий перекат будет дальше. Стоит этого, не стоит. В принципе, время позволяет. Может туда умотать. Но опять же, осень, ребята, частенько заходит лещ. Крайняя рыбалка у меня была, то что вот именно 3 леща на донке попалось. Если не с налима, может, не зайдет, то здесь, возможно, лещ. Но опять же, непонятно. На удивление, ребята, где-то стул у меня стоял вот здесь. Один раз где-то вот там даже. Потом вода упала где-то здесь. И вот, смотрите, ребят, какие дела сейчас. Ужас просто. Сейчас, наверное, вы понимаете, да, сколько воды. Я ходил вот по траве, по той тропинке. Сейчас вот просто открытый берег. Вот. И сейчас стою и тут, ребята, думаю, вот что делать. Что делать? Куда-то в пляж заезжать. С дровами надо будет возиться, потому что на пляжах ивник в основном. Здесь-то у нас сбор. Пойдем сушину какую-нибудь возьмем. Перетарабаним ее сюда. Дрова у нас будут. Но опять же, осень, ребят, я здесь уже по фидеру точно не буду. Здесь я только по фидеру. Короче, вот сейчас в раздумках разгрузка или дальше идем. Может быть, даже и дальше сходить. Короче, думаю, ребят. Короче, братва, как будто бы вот так сейчас только я приехал, и как-то так, и глаз радуется. Ну, я не знаю, ребята, кому по кайфу вот заезжать вот так? Ну, все же, так же лучше, правильно? Да, ладно, ребят, короче, решил тормознуть. Ну, что будет, то будет, попробуем. Все-таки я здесь закрываюсь в плане этого места, я сюда больше не приеду, 100%. Вот.
Налим тут есть, не крупный, но здесь, то бишь, соотношение, ребят, песок с камнями. Налим здесь может быть. Почему бы нет? С налимом плохо, но вдруг здесь бонус какой-то ходит. А бонусы здесь есть, ребята. Здесь я ловил судака на червя. Здесь я ловил стерлядь на червя. Здесь я ловил леща крупного. Здесь я ловил окуня очень крупного, щуку очень крупного. Здесь место интересное. Почему здесь не поймать крупного налима? Правильно, ребят? Такой ветерочек задувает. Ну, с тем расчетом, что, говорю, мало ли, если не будет налим, то здесь, возможно, возьмем леща. Осенью, в принципе, хорошие лопаты тоже выскальзывают. И на донке я частенько ловил 2+. А вдруг побьем бонус, ребята. Так что нормал. Все, вещи стаскал. Время у нас еще, ребят, 3 целых часа. Сейчас я, наверное, выставлю сразу снасти. Да. Просто побросаем их, 6 штучек всего лишь. Это просто закидушки, это даже не донки, не надо разматываться. Кинем, обозначимся. Посмотрю вот примерно, наверное, вот с той косы. Туда дальше не пойду уже, потому что, ну что там за двух бегать, такое расстояние. Вот, наверное, с этой. Хотя можно даже и с той. А, наверное, туда тоже бросим, ребята. И бросим, наверное, так. Короче, давайте, знаешь, как сделаем. Разбросаем. В общем, обычно 10 метров там от друг дружки. То сейчас бахнем 20. Ну и хрен с ним. Звонкие колокольчики поставим в дальняк. Слабенькие сюда. Во, то бишь раскидаем точку, ребята. Вот так вот. Да, 6 штучек всего, ну. Короче, нормал. Так что сейчас вот немножко столик Чайковского, как обычно, за прибытие. Ну и погнали. А вдруг Галка ждала меня и скажет: ну, красавчик, приехал, не побоялся воды, приехал. Сейчас, в принципе, ребят, есть машина, в эти края можно доезжать на машине, на Ниве, я имею в виду. Вот. Ну, как бы ни было, лодка — это лодка, ребята. Правый берег, левый берег. На машине приехал, занятый, и все, уперся. А здесь, фу, делов-то. Короче, ребят, что-то настроение сразу поднялось. Я так приехал, что, знаешь, приунул даже. Вот, ну, реально, ну, такой безик, блин, на берегу. Помойка, просто помойка. И ничего не меняется. Думаешь, приедешь, а тут стол стоит, знаете, поставили там какой-то навес. Вот это приветствуется, ребят. Вы же на машинах сюда приезжаете, как минимум. Привезите доски там какие-нибудь, да, можно же замутить что-то. Нет, только срать нахуй могут, все. Короче, ладно. Не будем о плохом. Погода шикарная. Сегодня вроде даже ночью минуса не будет, ребят. Сегодня вот у нас прям жестко был минус 40, хотел сказать, 4 градуса. На реке, возможно, было 5-6. Был крепкий заработок. Фу, блядь. Заморозок. Что-то заговариваюсь, ребят. Махануть, наверное, надо. Нет? Как думаете? Ладно, все, погнали. Столичек. Взял, ребята, Эва. Ну, такие, типа сапоги-калоши. В прошлый раз просто в резине замерз. А сразу не поехать в них, надо было лодку тащить. Сами видели, какой старт был. Просто до середины реки надо тащиться было. Такие купил. Прикольные штуки, ребята. Вот мне кажется, и зимой в палатке вот двигаться. Чулочек такой есть. Короче, не знаю, ребят. Что-то в районе рубля стоили. Вот я. Нормально, мне понравились. Они легкие и уже не резина. Ну, вот я переобуюсь. Здесь сухо осенью. Ходить, что, пожалуйста, травы нету. Так. Как обычно, червячочки. Спасибо Алене Сергеевне. Привет тебе, мамуля. Парник перекапывал и нашла там штук 100, наверное. В общем, у нас семейный подряд, ребята. Так, ладно. Моя уже разбитая сумка вся в дребузгу.
московский. Вот. Охота что-то жареная рыба, ребята. Если сегодня поймаем, налимом, может пожарим. Так, взял картошку, там как обычно. Огурчики последние собрали, парник убрали. Вот. Хлебушек там все есть. Если рыба попадется, может сегодня пожарим рыбу. В прошлый раз грибы кушали, сегодня рыбу будем кушать. Вот. Ну пока не охотимся, так что дичи нету. Колбаса только. Как у меня мама говорит, самая вкусная рыба — это, говорит, колбаса. Ну да, ну она просто в детстве переела рыбы, потому что жили только на рыбе, а сама с Печоры у меня. Кто знает, что такое Печора, ребят, понимает. Так, ладно, это все в сторону. Ваше здоровье. Где вы там, братва? Пускай подстывает. Так, ребят, ну чё, наверное, бросимся. Сейчас дело к осени. Сейчас может елец скатываться. Туда-сюда. В общем, какой-то окунек там. Тем более 6 штучек, что тут бросить их-то? 3 секунды. Сейчас просто обозначусь. Ну да, наверное, бросим и туда, и туда. Пускай стоят, что. Понятно, что на Налиму еще рано. Ну, как бы ни было. Наутилусы мои новые. Блин, огонь палки, ребята. Если вот так в плане закидушек, прям гарантирую. Вот, прям огонь. Это 1,80 м. Можно там и 2,10 взять, 2,40 даже. Вот, допустим, вот этот крокодил, ребят, у меня уже, он у меня уже идет 2,10, видите, я уже его перевожу уже в, ну, взломанным. Катуха, видали какая? Потому что, ну, 3 перевозки уже большовато. А вот 1,80 м самый огонь. Сейчас тут все сделаю. Поперли, кинем и за дровами попрем. Вечерок намечается бомбезный, ребят. Сейчас пока подымался, ветер шел. Сейчас смотрю, успокаивается все дело. Успокаивается. Вот то, что вот, конечно, вот это все путается, блин. Надо какой-то чехол под них. Какой-то чехольчик нужно. Вон, ребят, видите, есть побольше, позвоньше. На дальняк, а вот эти маленькие, допустим, поближе. Надо, конечно, взять вот эти, которые еще мигают, тогда вообще круто будет. Полная темнота, даже если ты не услышал, видишь, там что-то мигает, светится. Какое-то шевеление уже, значит. Так, ладно.
разную дистанцию буду кидать. А там поглядим ближе, ниже, выше. Разберемся. О, вроде воткнул. Фига за пруда. Коса такая. Можно даже поменьше сделать. Вот так вот. Метра 4. Так, ребят, ну что, все готово. 6 штучек бросил. Вообще даже времени не заняло. Первое вот здесь, выше от лодки. Правда, уже звенят все. Потом в упор одна. И пошел туда. Раз, два. И вот там, ребята, еще кинул. До того мыска не пошел. Это вроде так на камеру видно, что близко. Далековато. Бегай туда. Вот здесь. Он звенит, ребят. На этого точно звенело уже. Какая-то мелочь. Но у меня еще, ребят, знаете, что смущает? То, что очень много пошел лист. Листа просто море. И вы не думайте то, что это только на поверхности. На дне, ребят, его столько же. В толще воды идет. И когда лист идет, рыба тоже жабры забивает ей. В общем, она прячется, гасится. Листа очень много идет. Это все идет лист. Ну ладно, что, какая-то мелочь звенит, уже радует. Ну, будем ждать ночи. Поклевка какая-то, ребята. Опа. Кто-то бахнул. Только растаялся. Опа. Что, даже какая-то рыба, что ли? Ну да. Наверное, окунь. Вот подпер туда, блин. Щука, ёк-макарёк. Начинается здесь у вас сказки Морозко. Ты на что взяла-то, жаба? Ты и на окуня взяла. На окушка взяла, ребят. Окунь бахнул. Щучка. Так, ладно, что, на жареху я поймал. Сегодня ужин будет. Мелкая, конечно. Такая, грамм 400, но... А, в кармане. Блин, продольник опять не взял. Я макарек. Подожди-ка, брат. Ты прям вообще должен просто жить. Окунек попался. Ну что ты? Не знаю. Давай, давай, полосатый. Может, отклемаешься? Может, отклемаешься? И на крючке побывал, и у зубатой. Тебя пожарим нафиг. Что звенит этот окунь опять с вечера. Здесь, в принципе, может хороший окунек попасться. И болтыхался, бедолага. На, его и щучка хапнула. Окушком даже не побрезговал. Ну, вечер всегда такой интересный, да. Такой. Ладно. Там тоже, наверное, окушок сидит на той.
Сотка стоит отлично, ребята, как вкопанная. Чуть-чуть даже по течению ставлю. Нормально. Руки запахли рыбой, ребятки. Так, ну ладно, что. Окушки позвякивают, но это нормально. Ну вот надо было, блин, продольник брать и не лениться. Ну ладно, я что-то думал. Просто думал, мало ли где я буду стоять. Короче, пошли, ребята, в бор. Что-то надо найти. Сушинку какую-то. Ну, никак на костер. Костер, понятно, попалим с вечера. Мусор спалим весь. Пожгем. А так в палатку нам 3-4 надо полежки по-любому. Так что погнали. Что-нибудь надыбать такого, ребят. Каждый год что-то падает, что-то роняет, ветра. Ураганы у нас были тоже в этом году. Жесткие причем. Пол поселка разворотило. В Телеграме я выкладывал посты. Жесть вообще. Такое, чтобы далеко не ходить. Не таскать. Сейчас что-нибудь надыбаю. Березку какую-нибудь. Дождя не намечается, так что нормально. И в принципе 3 градуса, 2. Ну 0 даже будет, даже не минус. Это хорошо. Сегодня, да, шестерка давила. Было бы прохладненько.
Все, ребят, с дровами покончено. Здесь, видите, обрыв такой. И тут недалеко, ну как недалеко, метров 50 надо, пришлось тащить. Сухара такая упала. Сухая, ребята. Классные дрова. Вообще люблю четкие дрова. Макушку вот, в общем, сучками на костер попалим. А вот средняк притащил это вот как раз на печку. Нормально. Вообще сухие, ребят, как порох. Классные дрова. Там еще пол бревна, грубо говоря, лежит. То бишь я забрал верхушку и 3 по 2, наверное. Там, наверное, еще 3 по 2 будет. Но там уже около камля, там уже широкая, тяжелая. Ну, тяжелая, они легкие, но нормально. Сейчас пока стоялся, еще мусор собрал. Вот. И тут лежала тоже горевшая, я ее шаркнул. На костер пойдет. Ну вот этот мусор тоже спалю весь. То, что собрал. Так. Что тут у нас на дальнем кордоне? Лист вижу. Червей нету. Все понято. Лист вижу. Червей нету. Поехали. Что-то надо далековато. Ну ладно, посмотрим. По-всякому покидаем. Окуньки. Окунечки, окуньки. Какая-то рыба, что ли, ребята? Тоже окунь. Вот такой более-менее окунек. Тоже в заглоте. Ну, это вот как выставился. Они заглотил. И придется забрать его. Более-менее такой. Ну, с вечера вот они извинили, как выставился. Блин, пока тащил, перекрутил. Я думал, что-то хорошее, он как воблер идет. Один не дожил, щучка хапнула. Все. Снаряжаю. Такие уже шматочки интересные. Вкусные. А раз. Туда его. Вот тут прям интересно.
Ну все, ребята, домик готов. Птицы в стае сбиваются. Темнеет на глазах. Ну, я успел сегодня все нормально. Конечно, с этими закидушками намного быстрее все делается. В общем, ребят, вот так выставился. Это берег МФП-2. У меня есть 4. Огонь палатки, не нарадуюсь. Крайний ролик, кто смотрел, я ночевал тоже в ней. Также примерно ночевал. Ну, что-то подзвянкивает. Ладно. Вот так. В принципе, у меня здесь летний ПВ также расстегнул. Ну, чтобы этот, как его, мало ли что, как бы. Земля еще нормальная. Я сюда расстелюсь и нормально. Пашихонка 25, ребят. Ну, смотрите, в этот раз я как сделал, выставился. Я изгиб сделал здесь. Посмотрим. У меня здесь отверстие уже расходилось. Труба проваливается. У меня вот хомуты такие сделаны специально. А так вот жестянку подложил. Нормально. И в общем этим изгибом я ее немножко сместил назад. Потому что в прошлый раз проблема была. Печка прям внутри. Но буду заказывать со временем. Отверстие здесь. Трубу, чтобы стояла в упор к стенке. Так как здесь есть огнезащитка. И вот так вышел. В общем, у меня сейчас изгиб, соответственно, внутри, а прямая труба снаружи. Не знаю, посмотрим. Так. Но место стало побольше, так как вот именно вот этот изгиб все-таки забирает немножко. Ну, потом со временем появится печка. Короче, каждой палатке печка получается. Эта пашихонка классно подходит к снегирю на зимнюю. Все изгибы, все это работает. У меня здесь все есть эти рукава противовоспалительные. Под большую палатку у меня береговская печка 35 литров. Вот здесь надо еще одну печку. Блин, вообще. Ну, чтобы было все четко. Здесь пятнашки, в принципе, достаточно. Ну, 20 литров за глаза. Палатка небольшая. 2,20 на 2,20. Вроде как память мне изменяет. Или 2 на 2. Высота что-то 2,20 вроде, да. Не помню, в общем, ребят уж. Ну, в общем, это что у него? 4-й выезд, наверное. Летом мы выезжали с семьей. Короче. Так, пока приспосабливаюсь. Ну, надо приспособиться и уже подогнать, чтобы зимой, если выезжать, чтобы таких моментов не было. Так как здесь зимой буду ночевать, в ней все равно. Такие дела. Ладно, темнеет, ребят. Закат шикарный. Костерок распалю.
Так, братва, добрый вечер. Я диспетчер. Ну все, темнеет, люстру подвесил. Кстати, прикольно, чем выше, ребят, подвешиваешь, тем прикольный лагерь освещается. Вот. Сегодня тепло, классно. Чувствуется прям тепло. Ветер успокоился. Красота. Так, ну что у нас? Времечко 17:53. Ну, в принципе, нормально, ребят. В прошлый раз у меня в 7 часов начали выходить налимчики. Ровно час клювали, короче. Вот. Так что сегодня прям можно посидеть возле костерка. Может что-нибудь даже перекусить, пока я что-то щуку готовить неохота. Ночь длинная, успеется. Вот. А так просто ничего не ел, не завтракал, не обедал сегодня. Время уже 6. Можно что-нибудь и хапануть. Ну а так сейчас. Через полчаса надо перезабрасываться, ребята. Все. А так все классно. Сухенько, классно, блин. Сейчас скоро дожди начнутся. Вот так уже не покайфуешь, блин, конечно. Грязь, вот эта сырость, блин. Вообще бомба. Мне нравится. Дров с запасом. Короче, нормал. Камни потаскал с берега. Так, ну типа как обогородить костерок. Ну и нагревается, от них тепло идет еще. Смолячком пахнет. Запах просто божественный. Люблю вот этот запах костра, смоляных дров. Вообще круто. Так, что-то там цин-цин, там цин-цин. Ну все, в общем. Окушки, как обычно, с вечера поклювали, короче, и все. И бонусом щучка небольшая. Бонусом. Ну это ладно. Будем ждать ночи. Вся движуха ночью, ребят. А тем более налим Никодим, это ночь. Так, ребятки, ну что, сжигаю мусор. Все бутылки эти, все, пока костер огонь. Сжигаю полностью. Бывает такое, что, ну не знаю, тоже зависит от стекла, наверное, скорее всего. Какие-то лопаются просто, какие-то даже плавятся. Вот. Ну что, поперли. Наши городских поближе деревни, как обычно. Перезаброс, стартовый закорм. Я обычно так говорю. Красота. Штиль такой сегодня. Классно вообще. Посмотрим, что Галечка нам даст, не даст. Так-то осенью обычно на песках стою. Ну, может, и лещ хапнет.